Охо-хо. Ну что, всем приветик. Самый утренний стрим. Пройдемся, прогуляемся по утреннему Якутску. Сегодня какое у нас 27 апреля. Ну и снег еще, видите, лежит. Сделаем такой бегло так посмотрим на город, что как выглядит. Скоро у нас будут праздники. 1 мая, 9 мая. Как говорится, выходные дни длинные. И вот в преддверии праздников посмотрим на город. Это библиотека Белинского. Тут такой, смотрите, какое прикольное дерево, да, это дерево такое, книга читающая, вот самая библиотека Белинского. Здесь, кто не знает, для чего нужна библиотека, там издают книги. Можно взять книжки, почитать. Может быть, там есть читальный зал даже, я не знаю, давно не был. Как бы в библиотеках уже давным-давно. Все вот интернет, YouTube, как бы. И все он забирает то время, по сути дела. Книжки-то уже редко. Вот в таком виде, бумажных, книжек с листиками, чтобы можно было, значит, переворачивать странички. Редковато. Так, это у нас перекресток Дзержинского и улицы Лермонтова. Вот утро. Сейчас утро, сколько там? 7 часов с чем-то, да? Остановка Банковская. Так, здесь все. Надо стоять, долго ждать. Пойдемте сюда. Народу еще мало. Еще полчасика и будет народу вообще тьма жуткая. Конечно, народ побежит, и машины поедут. А пока вот так вот город просыпается. И сегодня видно хороший денек солнечный. Кстати, немножко морозец есть. О, все, пошли. Дается 17 секунд на переход. Какие волны, ё-моё. Здесь дорога. Вот машин такими волнами стала. Так, ну что, давайте прогуляемся по улице Лермонтова. Это улица Лермонтова. Одна из самых длинных прямых улиц в городе. Если по ней идти, там можно прийти в Сайсары. Сайсары можно прийти. На Гимеин. Таким вот образом. Так, остановка у нас. Остановочка. Жилищный департамент. Да. Там в здании бывшего 17-го магазина сделали жилищный департамент. Вот это вот здание, вот там вот заход. А когда-то тут был шикарный гастроном, где все продавалось. Ну, из еды отдельно были отделы по продаже. Там картошки, овощей, хлебный отдел был отдельно. Кстати, хлебный отдел, вот он сейчас вот, видите, там крыльцо, вот там сейчас, ну там не хлебный отдел, там кому-то продали. Там все подряд уже продают продукты питания. По сути дела, только один магазинчик остался продуктовый здесь. Когда-то тут шикарный был магазинчик, гастроном большой. Так вот, АЗ магазин, аккумуляторы, батарейки вот здесь продают, кому надо. Батарейки там какие-то. Лермонтовский торговый центр.
здесь. В нем есть магазин связной, а также есть мясной двор. Вот он, мясной двор. Антонина, здравствуйте, из Южной Якутии. Привет, Антонина. Как у вас там погодка? У нас вот солнечно, немножко морозит, но в целом прекрасно. Ну, с утра-то должно морозить. Так, вот, давайте переходим. 11 секунд. 8. Так, это мы улицу переходим. Халтурина перешли. Вот здесь вот такой здоровый домин отгрохали лет 6 назад. Много людей сюда заселилось. Когда-то на этом месте стояли вот такие вот небольшие домики, вот как вот эти вот двухэтажечки. Да, эти уже наладом дышат. И их скоро уже снесут и построят тут какие-нибудь хорошие, большие, высокие дома. Ну, на первом этаже, конечно, там будет сеть каких-нибудь магазинов, офисов, как это обычно делают. Смотрите, какие здесь балкончики с балясинами шикардозные, да? Вот так вот раньше строили в 50-х годах. Вот тут даже, видите, дверь какая, балкон там был. Балкон уже давно спилили. Так, Лермонтова 28. Но зато здесь сделали вот эти, смотрите, такие большие. Кто-то эти нанес знаки 28. Вот это значит 30-й дом Лермонтова. Тоже подобный. Вот, смотрите. Там на первом этаже, я так понимаю, люди живут, не живут. У нас снег каждый день. Ого, ничего себе. Вот тут так вот все. Тут даже люди пластиковые окна вставили. Представляете, да? Ну и вот здесь вот этим листом огорожено. Это раньше было управление материально-технического снабжения. Его снесли, двухэтажку, и что-то собираются там строить. Да. Смотрят, 3 лайка. Шикарно, конечно. Что-то меня немножко весенний этот. Ой, как весной насморк какой-то появился. Ну ничего, нормально. Я каждую весну насморк сахал, военторг. Здесь все звезда. Магазин «Звезда» называется. Вот тут вот военное всякое обмундирование там продают. Даже, по-моему, там стали продавать вот эти ружья, короче говоря. А это здание бывшей Новоапостольской церкви. Это сейчас переоборудовали вот под такой, тут все подряд. И фитнес-тренажеры, и какие-то Марк Твен, стрижка, ресторан, бар, караоке. Так, ждать надо 35 секунд. Это мы встали на перекрестке улицы Лермонтова и улицы Свердлова. Вот она, улица Свердлова, туда вот уходит далеко. Вот этот магазинчик, вот деревяшечка, вот смотрите, она тут давно уже стоит. Вообще древняя, ей, наверное, лет после военной постройки, не знаю сколько лет, дофига уже, короче, сами считайте, лет 70. Но ее обделали профлистом, поэтому красиво. Так, нам вежливо светофор говорит, что загорелся зеленый сигнал светофора и можно переходить улицу. Ну еще вот это здание, его вот так вот, смотрите. Тут когда-то крест он там наверху был, его убрали. Соответственно, крест такими вот раскрасили.
цветами непонятными. Храм. Ну, я так понимаю, с Европы кто-то строил. Так вот его отгрохали. Его построили где-то в 90-х, в начале 2000-х годов. Так, магазин «Фермер», натуральные продукты Якутия. И здесь, смотрите, строят какой-то объект. Объект какой-то строят объект. Я не знаю, что это за объект. Похоже, что-то на каркасный такой. Может, тут будут гаражи какие-то или еще что. Ну, посмотрим. Улица Лермонтова. Ну, на той стороне остановка, как мы видим. Там магазин Кумир. Кумир. Ну и вот, очень замечательно с утра ходить, пораньше проснуться и потопать своими ножками. Так. Ну, пока еще, смотрите, подморозило. У нас с утра-то прохладно, поэтому смотрите, какие здесь это лед. Трещит, видно, да? Вот. Прикольно так наступать на него. Он трескается. Вот здесь вот плитка и так вот выложена. Плитка относительно новая. Вот, сами видите, в каком она состоянии уже. Бугорки видны. Так, тут что-то написал. Картер 2000. Привет с праздником. Привет, Картер. Вот, смотрите, тут елочки. Это с Нового года они тут оставили, они ставят. Так, а это здание здесь медицинское училище. Готовят специалистов, медиков среднего звена, как говорится, да? Медсестер и так далее, там акушерок. Так, подходим к перекрестку улицы Петра Алексеева. Так, нам как свернуть? Или посюда пойти по Лермонтову? Ладно, по Лермонтову пойдем. Так, это Лермонтова 40, вот такое здание. Оно старое. Тоже отделали его вот этой плиткой. Улица Петра Алексеева выходим. Так, и нам стоять ждать надо 80 секунд. Может быть, на ту сторону. Давайте на ту сторону перейдем. Тут всего лишь 8 секунд стоять ждать. Так, торговый центр Олимп. Олимп. Вот жилые дома там и магазины внизу. Так. 14. Да, ничего, утром хорошо, то что машин меньше, естественно, а пыли грязи меньше. Сами понимаете, машины у нас это основной источник загрязнения в городе. Сами понимаете, бензиновые двигатели. Поэтому они мало того, что чадят, они еще поднимают вот этот песок, пыль, грязь, которая на улицах, в воздух. И все это потом летает. Так, все, поехали машины. Сейчас мы тоже будем переходить. Кстати, вон там стоматология, вот в этом здании. И аптека круглосуточная. Так, 4, 3, 2, 1, старт. И смотрите, о чудо, смотрите, какое чудо. Я не вижу вот этого дома, его просто снесли и поставили вот здесь вот деревяшка двухэтажная стояла вот здесь. Смотрите. Ой, тут уже пустырь. Буквально неделю назад здесь было что-то, а сейчас уже все посносили, забором обнесли. Ну да, его быстро каким-то экскаватором долбили. Ну, я проезжал, видел, хотел подойти, да что-то потом забыл. И, ну, еще тут, вот этот еще дом есть. Один домик тут есть, тоже такой же. Его еще пока не тронули. Уже тронут. Да, вот тут пустырь. Даже можно зайти, смотрите, пустырь. Все, дома нету, вот этот на Лермонтова углового. И что-то тут строить будут. И вот такой же здесь дом рядом.
тоже его будут сносить, естественно. Утренняя пробежка. Люди бегают с утра. Надо здоровьем следить. Сейчас тем более у нас тепло стало, можно побегать. Так, тут уже пустые окна. Лермонтова 35. Пустые окна. Да. Редко можно как-бы выйти на улицу Лермонтова, чтобы она вот была тихая и спокойная, как сейчас. Сами видите. Так, комментарии. Картер, привет, с праздником тебя тоже с праздниками наступающими. Здесь выставка Ургел находятся, художники местные выставляются. Вот тут, смотрите, такой столб в национальном стиле сделан. Так, ну и мы проходим далее. Улица Лермонтова. Можно вот сюда пойти, в принципе, ну ладно. Пойдем по Лермонтову, хотя она шумная. Шумная, довольно-таки шумная. Машин на ней вот с каждой минутой все больше и больше начинает ездить. А сейчас мы свернем. Вот, кстати, вот здесь вот улица Курашова будет, вот мы на нее и свернем. Бывший завод, вот это здание по ремонту телевизоров. Сейчас здесь находятся продуктовые магазины, дисплей-сервис, ремонт компьютерной техники и ювелирный завод. Когда-то в нем находился караоке-бар «Вертолет». И стоял вот здесь вот большой настоящий вертолет на этом месте. Его откуда-то привезли, поставили в каких-то опорах. Здесь стоял. Кстати, у нас ветерок. Слышно, да? Опс. Да, тут плиточка немножечко разбилась. Так, вот он здесь вот это как бы вот тут он находился, но сейчас его нет. После каких-то событий, которые там произошли, его отсюда убрали. Так, кстати, многие бары поубирали, где люди пили алкоголь. Якутский, здесь китайский ресторан, пекинская утка. Видно, да, вот китайские иероглифы. Здесь также японский Кизагава суши-бар. А также бар, ресторан. Там вот наверху. Здесь слышно очень хорошо. Так, а это мы сейчас с вами посмотрим перекрестку. И вот здесь. А давайте дальше еще пройдем. Вот этот дом новый, шикардозный. Я уже вижу, там уже пылькой он покрылся местами. Так, ну и мы здесь вот переходим сейчас. Так, что-то рано он поехал. Тут стаканчик 4 секунды еще стоять надо. Вы можете пока полюбоваться вот на это новое строение. Тут квартиры продают. Или продали уже. Ну, цены, конечно, не маленькие цены. Там сколько-то от 7 или 8 миллионов за одну шучку. Ну, здесь у них вот так вот сделано, смотрите. Охладители такие вокруг этих свай. Морозильники, чтобы сваи промерзались. Для этих стоянка велосипедов, самокатов. Еще у них тут прикол, тут вот эти лампочки есть. Вот они в этом тротуаре. Они светятся вечером. Ну, сейчас, конечно, вот видите, да, вот эти вот охладители вокруг сваи. Они туда под низ идут, трубы, и охлаждают землю. Землю охлаждают. Вот, кстати, эта лампочка, она светится в темное время суток. Это так прикольно
ходить. Вот он какой. Еще должны построить вот здесь, на этой территории, такой же аналогичный. А пока там деревяшка. Видно еще какое-то строение. Вот здесь вот. Высота потолков до 3 метров. Смотрите, в этих домах. Панорамные окна. Детские, автономное отопление газовое. Просторные ванные комнаты. Для свободы перемещения и теплый паркинг. Планировка от лучших архитекторов группы УТУМ. Видовые квартиры с 10 по 16 этаж. Расположение в самом центре столицы. Вот такой вот шедевриальный дом. Еще вот здесь вот должны построить. Я просто макет видел вот этих вот этого комплекса жилого. И там вот 2 таких строения аналогичных, симметричных, ну, одинаковых. Так, все, еще до одной остановки дошли. Здесь магазин Люмен. Ну, это световая лампы. Что там еще? Ну, и так далее. Световая, короче, такая техника. Слава России. Вот этот дом тут давно стоит. Тоже такой дом древний. Уже смотрите. Ох, разбито. Форточки какие прикольные, да? Тоже 50-х, 40-х годов. Кстати, тут напротив сразу находится, а сейчас вот сворачиваю. ЗВ. Так. Короленко 46. Ой. Ну, сейчас вернули на улицу Короленко, вот под ней пройдемся. Вон там у них еще туалет уличный. Что-то его так и не сносят, этот дом, хотя он уже жутко покосился. А вот смотрите, контраст, да, какой этот и этот. Так, здесь вот эта вот стена, большой дом, который на 2 этажа выше построили, чем по проекту. Но поскольку 2 верхних этажа их никак не уберешь, соответственно, оно все так и стоит. Сейчас, ну, дом действующий. Что мне там не понравилось, там лифты почему-то очень маленькие. Там, не знаю, там на 2 человек-то реально так, очень такие узкие какие-то. Лов Репаблик, Оджи, Зарина, тоже магазин. Этажи. Так. Вот тут еще вот такой у нас дом этажный по улице Короленки. Стоит Короленко. Смотрите, как раньше делали с такими полукругами. Вот тут, смотрите, балконы с балясинами. Ну, шикарно это было, как-то построили, да, наверное, жильцам этого дома. Но раньше так квартиры, как говорится, давали не всем по блату или еще как в советское время начальству. Привет с праздником. Вы не можете горизонтально снимать? Не могу. Так, извините, конечно, потому что я уже вот так вот вертикально стреблю, да. Лучше, если удобно было смотреть, лучше на телефоне. Там, кстати, и тряска меньше заметна. Так, все, переходим. Переход. Тряска меньше заметна. Стримы я последние в таком вертикальном делаю. Ну, во-первых, удобнее телефон держать, он у меня без стабилизатора. Поэтому стримы снимаются проще. Ну и согревать телефон тоже проще. Когда холодно, рукой его держишь, чтобы он не потаял. Рукой держишь, и он греется. Так, вот тут какой-то Дю США номер 4. Вот это детская спортивная школа. Там, видать, чем-то дети занимаются. Ну, вот эта плитка, она, смотрите, новая, она выложена
относительно недавно. Так, что там за комменты-то были? Нормальный город, чего прямо. Так, улица Короленко, 21. Ну, его сейчас вот почистят перед праздниками. Ай, насморк, ё-моё. Весной всегда начинается насморк у меня. Так, и сейчас мы с вами свернем вот сюда вот. Опс, Короленко 19. Тут ресторан. Сотухана ресторан национальной кухни якутской. Кто хочет тут покушать хорошую еду, вкусную, натуральную, вот может сюда прийти. Цены, я думаю, что не такие заоблачные вот здесь вот в этом ресторане. Так, ну это мы с вами идем по улице. Ой, как не Шевкунова. Сейчас посмотрим, я уже что-то забывать стал. Название улиц. Вот здесь все новые постройки. Все новое. Ну как относительно, да, им уже лет 10-15 этим домам. Ну, может и больше. Вот ремонт обуви. Будочка классическая. Балконы со стеклением круглые. Там, кстати, какое-то женское здоровье. Медицинская клиника вот здесь вот находится. Также здесь прачечная с мини-гостиницей, мини-маркет. То есть мини-гостиница, если где-то на денек остановиться, можно, в принципе, выбрать вот этот вариант. Так, нам надо перейти на ту сторону. А вот с этой стороны здесь цирк. Смотрите, вон там цирк. Бриллиантовый цирк, самый северный цирк в мире. Так, и вот еще тут две деревяшки, смотрите, вот они какие. Это вообще что-то закосило. Мастерская цвета, Вальбелес, магазин цветы. Мастерская цвета. Да, вот этот домик еще остался. Тут, кстати, сохранились вот эти вот гаражи или как кладовки, да, кладовки, которые были. Такие вот они вот там и там. Обычно вот возле таких домов строили вот кладовки. Для чтобы жильцы дома... О, ветер какой пошел. Чтобы жильцы могли что-то вынести из дома, там, как хранить даже. Можно было как холодильник зимой хранить там заморозки, заготовки, квашеную капусту и так далее. Какие-то там велосипед, допустим, там можно было поставить. Ну и вот цирк. Смотрите, как там птички красиво поют. Бриллиантовый цирк. Спортивный комплекс Мумадун. Там несколько залов, где можно заниматься фитнесом, спортом, тренироваться, качать мышцы и так далее. А с этой стороны вот Скиф Элеком. И здесь вот открыли булочку. Такой вот магазинчик. Всегда свежая выпечка. Булочка, вот она. Я хочу пекарня булочка. Так, сейчас с этой стороны идем. Так, успеваем? А мы не успеваем. Это мы вышли уже с вами на улицу Поярково. Вот он, цирк. Цирк.
Вот цирк, цирк. Смотрите, видите, лед еще. И можно по нему походить, поломать. Так, 20-й автобус подъехал. Кстати, в нем вот с этой стороны столовая находится. Юбка столовая. Видите, слон нарисован. А, это мамонт. Партия пенсионеров. Какой-то лозунг повесили. Вот здание у них тут такая площадка. Какое-то есть представление, парад алле. Вот смотрите, кого интересует, заходите на сайт, смотрите, когда у них представление, покупайте билеты, можно, наверное, онлайн купить. Да, уже баннеры в городе развешали с праздником Победы. Мир, труд, май, как вы можете сами видеть. И навстречу столетию Республики Якутской ЯССР. Годы основания 1922, а этот 2022, то есть 100 лет. Так, ну и здесь вот такой вот памятник циркачам, мамонтенок, слоненок. И вот там два мальчика-акробата золотых стоят. Вот таким вот образом. Ну и мы дошли с вами до улицы Кирова дошли. Так, ну что, давайте, наверное, на этой нотке мы с вами и закончим. Здесь вот еще это детский дворец, вот, спортивный комплекс Мадун, цирк. Вот таким вот образом. Так, что там кто написал еще, прочитаю. Покажи озеро около LG, который... Талая, ну там вечером может быть, ага. Покажу его, сейчас-то уже не пойду туда. Вот смотрите, какой памятник. Ну ладненько, давайте все. Всем было приятно постримить, самый утренний стрим. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока, до новых встреч.